Фрагменты. Это документалка. Не буду вам все показывать. В общем, ссылку я к PDF файлу поставил. В общем, голый это 1964 год. Вот возле Каабы открыто подают этих, клетки сидят, эти черные арабские шейхи, так гладят, проверяют. В общем, такое дело. Большой документальный фильм Мишин ООН им запретил рабство. Вот и наш брат Шейхуль Маймун. Вот он. В общем, он все равно субтитры там. Поэтому как бы я вам далеко. يمكن هذا أبدا. В общем, а жениться на женщине, которая твоя рабыня, это запрещено? Его спрашивают. يتزوجها وهي أمته لا يمكن هذا أبدا. يقول إذا ما Спрашивают, то есть еще раз, нет такого понятия, как женитьба на невольнице. ما في شيء اسمه زواج ملك اليمين إلا إذا كانت ملكا Кроме как, если она рабыня другого, а не его самого. يميني غيره وليس اليمينه هو. كيف يمكن أن نحصل على ملك يمين؟ Вопрос. Как получить невольницу? Это на джихаде. هذا في الجهاد. إذا كان الجهاد Если есть джихад, понятно, знамя джихада, мусульман призвали на джихад. Вот был в Палестине джихад, зашли в Израиль, вот взяли себе наложниц. Вот таких людей слушают. Вот Саудовская Аравия, вот он там сидит. Израиль винит вообще, эти люди винят вот этих палестинцев, а с этими хотят какие-то союзы заключать. Руки им пожимают. Так вот это и есть голова. Бороться с последствиями, оставляя голову, это как получается? Мы чуть там не заключили союз Саудовской Аравии, и вот Палестина это. С этими вы хотите заключить союз? Сильная фраза. Этот антитеррор. Вот. Свободила, секунду, свободила. ورفعت راية الجهاد وعاد المسلمين إلى الجهاد عند ذلك Там неверных берут в плен. الأسرى من الكفار الرجال. Мужчины становятся рабами, а женщины невольницами. То есть наложницами, секс-рабынями. يكونون عبيدا والنساء يكون إماء وهذه هي تكون. И так они становятся наложницами. ملك اليمين. Если вы, дорогая зрительница, не мусульманка, то я вас обрадую. Сегодня речь пойдет о вас. А точнее о том, какие предписания действуют в исламе относительно вас, если вы попали в плен к муджахидам. Перед тем, как мы обратимся к интересующему нас источнику, для деятелей, которым доставляет... Секунду. Если вы, дорогая зрительница, не мусульманка, то я вас обрадую. Сегодня речь пойдет о вас. А точнее о том, какие предписания действуют в исламе относительно вас, если у нас источнику, для деятелей, которым доставляет дискуссующему нас источнику. Перед тем, как мы обратимся к интересующему нас источнику, для деятелей, которым доставляет дискомфорт тот факт, что ислам не только разрешает, но еще и одобряет рабство, я еще раз напомню, где и каким образом рабство в исламе закреплено законодательно. Как я уже упоминал в разборе интервью Тумсу Светов, предпосылкой к закреплению рабства в Коране служит история похода в Аутас подвижников пророка, которые взяли в плен жен побежденных многобожников и засомневались в моральности совокупления с замужними женщинами, отнятыми силой. По этому случаю Аллах внезапно ниспослал Мухаммаду аят 24 суры Ан-Ниса, сказав, что нет, если вы захватили жен неверных, то можете со спокойной совестью употреблять их. Главное только убедиться в том, что они не беременны. Эта история приведена в Сахихе Муслима от Аби Саида Аль-Худри в хадисе под номером 1456 арабской нумерации в главе «Джавазу ват иль мазбия ба'ад аль-истибра ва инкана ляха зауч инфасаха никахуху биссаби». Дозволенность совокупления с пленницей после очищения
И если у нее был муж, то их брак аннулирован взятием в плен. Что касается аята 24, и замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, то здесь для уверенности заглянем в комментарии Ибн Касира и прочитаем следующее. قوله تعالى والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم الأجنبيات المحسنات وهن مزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. Слова Всевышнего и запретны для вас замужние женщины, кроме как если вы овладели ими, означают, что Аллах запретил вам чужих нравственных женщин, которые замужем, кроме как если ими овладели ваши правые руки, то есть если вы взяли их в плен. Тогда вам дозволено сношать их, если вы убедились, что они очистились. Поистине аят был ниспослан касательно этого вопроса. Да, помял, да. Рабство уже практиковалось в Аравии и большинстве областей, завоеванных мусульманами в VII и VIII веках. Ислам не отменил рабство, но были установлены некоторые правила. Рабство уже практиковалось в Аравии и большинстве областей, завоеванных мусульманами в VII и VIII веках. Ислам не отменил рабство, но были установлены некоторые правила, которые были ужесточены халифами. Было 4 способа, которыми кто-то мог стать рабом. Во-первых, ребенок, рожденный от родителей рабов, был рабом. Во-вторых, человек, захваченный в плен во время джихада против немусульман, мог стать рабом. В-третьих, раба можно было купить или, наконец, отдать в качестве дани. Даже во времена пророка Мухаммеда в Аравии находили византийских и персидских рабов. В Месопотамии большое количество рабов Занджи использовалось на тысячах плантаций и селитренных рудниках. К сожалению, Мекка, самое святое место в исламском мире, стало оживленным рынком работорговли. Люди покупали рабов на этом рынке, когда совершали хадж, исламское паломничество. Рабов привозили туда как товар, который можно было продать, чтобы получить немного наличных. Люди также покупали их в Мекке, так как там собирались люди со всего мира. Вплоть до 1962 года нашей эры рабов продавали в Мекке. Гарагит Сирия игилья долж. Сабая шигош. Киги ярибу наложнич. كايدن بايق بس وقت الباب النور Если вы думаете, что يحدي شيء هم شتا 7 век, а нормально, дар и Хабусалбуй, он шариат тези, хаолча, через миллион лет нормально хердоны. Потому что Бусалдин до судного дня самый идеальный умдуба. Паямару мялди на кугар хаздикум дуба. Цунде паямару 7 веке адидак дуй, шунюка до судного дня хелдия штушун. شنقل برمينا كماشة Бошер Харгич Мекшуа, цара арабский, цачич попью, хакуа кузаха. В общем, субтитры шишин. Потому что мы не можем допускать того, чтобы наши мужчины попадались в отвратительные ловушки прелюбодеяния, бо. شاين طلع بو شايتين دايش زنا دويل بالهاوية استغفر الله يا ربي الله من استغفرك واتوب اليك بالزنا والقاذورات هذه وان شاء الله يا ربي يا كريم. Вместо этого мы можем купить секс-рабынь, например, из Чечни. خير. وانا الصراحة انا الدول اللي اشوف انها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية اكيد في Конечно же, есть военнопленные, которых мы можем купить. То есть наложницы, рабыни. في أسرة فروحوا اشتروا هذول الأسرة يعني Разве не лучше продавать этих рабов кувейтским торговцам на законных основаниях, а не незаконно? ظل يذبحهم الجوع هناك روحوا اشتروهم وش اسمه شغلوا هذا
وبيعوهم على هني التجار بالكويت احسن من التجار يوقعون بالحرام او Это очень нормально. فما فيها شيء. انا شايفه ما فيها شيء، ما فيها شيء. اكبر Примером для заслуживающим доверия владельцев секс-рабынь является халиф Харуна Рашид. مثل بأنه كان عنده كثير من الجواري. هارون رشيد لما توفى وجدوا Когда он умер, они обнаружили, что у него было 2000 секс-рабынь, в то время как у него была только одна жена. عنده 2000 جارية. فمو عيب ولو وكانت عنده زوجة واحدة فقط. فمو عيب ولو Над этим можно гордиться. حرام. يعني شريعتنا محللة الشيء هذا. Наш шариат это позволяет. و... И благодаря Аллаху в нашей стране было много благочестивых торговцев, заинтересованных в этой торговле. والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتزمين وأتمنى И я всегда желаю лучшего будущего для Кувейта. الكويت للأفضل إن شاء الله. Видишь, только что Новчичу секс-наложный цвет, о, было лучше. Жесть просто. ب... Самый озабоченный народ, походу, в мире. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Козел и зам. Я думаю, это видео довольно старое. А какая разница, старое оно или не старое? Факт то, что Никакой эти разницы нет, ничтожества просто. вообще об этом думают, что им можно такое вообще произносить. Значит, там есть основания. А основания Да. и есть.